Диана Хидирова погружена в невероятно колоритный мир мелодий самых разных жанров и стилей с раннего детства. На протяжении 4 лет учебы она упорно занималась несколько часов в день, чтобы пальцы юной пианистки легко и быстро скользили по клавишам. Участие в конкурсе не вызывает у нее особых волнений. Все же не впервой. Я иногда много зрителей же не побоятся туда зайти и сыграть. Говорят вот так: лучше дома сыграй ошибки, чем на конкурсе. Если Дина выступать привыкла, то о Саре Дзаурова, ее однокласснице, этого не скажешь. Девочка окунулась в музыку совсем недавно, однако уже подает большие надежды. Продемонстрировать хотя бы отрывок своего выступления для жюри участники конкурса не хотят, сохраняют интригу. Я знакомлюсь со всеми друзьями, у меня много знаков. Чем дальше, мне тем интереснее. Я мечтаю сыграть песню, называется она «Деспасито». Еще я хочу стать композитором. И все же больше волнений, чем дети, испытывают их родители. Аза Хидирова признается, каждое выступление Дины для нее как собственное. Перед конкурсами Аза всячески поддерживает дочь, в том числе и психологически. Это очень важно помочь ребенку именно в данном направлении. Если ребенок сегодня стремится вообще заниматься музыкой, ему надо всячески помогать. Показать свой артистизм, свое музыкальное «я» и даже силу воли дети смогут на конкурсе «Наши надежды». Примечательно, что участвовать есть возможность у всех региональных музыкальных школ. Уже подано 29 заявок, включая 12 воспитанников Центральной школы искусств, которая и выступает в роли организатора. У нас ежегодно в республике проходит республиканский конкурс учащихся детских школ искусств, конкурс исполнительского мастерства. Но в этих конкурсах всегда участвуют дети, начиная с 4 класса, то есть 4-7 классы. А самые маленькие учащиеся, среди которых очень много одаренных творческих детей, они как бы остаются в стороне и ждут своего часа. Но в студии искусств вот у нас на протяжении всех лет идет такая практика, чтобы дети постоянно участвовали в конкурсах. И конкурсы у нас проходят на уровне своих классов, между собой, между как бы детьми разных преподавателей. Конкурс «Наши надежды» стартовал в прошлом году. Всего 3 номинации – это вокал, народные инструменты и фортепиано. Положительные результаты уже есть. Дети привыкают к зрителям и публике, что, несомненно, важно для юных композиторов и пианистов. А 18 декабря начнется непосредственно сам конкурс, как заявляют организаторы, с соблюдением всех мер безопасности. Поэтому присутствовать на мероприятии можно будет и дистанционно, в прямом эфире Instagram. Хава Газикова, Майрбек Миржоев, Новости 24.